Всех приветствую, кто подключается, кто подключится, кто будет смотреть в записи. Вот сегодня вас ждет очень интересная лекция от Илика Амантаева. Это кандидат исторических наук, доцент кафедры востоковедения и башкирского языкознания Уфимского университета науки и технологий. Как я уже сказала, не совсем привычно мне этот университет называть, потому что это был БашГУ раньше, и теперь в объединении БашГУ и авиационного университета получился вот такой УУНИТ. Вот. Мы очень рады, что вы нам сейчас вот эту лекцию прочитаете, потому что тема действительно очень интересная, лекция о киноискусстве. И вот никогда такого я нигде не видела и не слышала, что речь пойдет именно об искусстве кино через призму истории башкирской, через, получается, параллель между историческими событиями и развитием кино. Очень здорово. Вот. Сегодня у нас первая часть лекции. Про вторую часть я анонсирую в конце, расскажу. Сегодня мы, значит, говорим о конце 19-го, начале 20 века. Вот. Ну, вот я вам передаю слово. Очень интересно вас послушать. Давайте приступим. Добрый вечер, участники сегодняшнего лектория. Спасибо большое, Алена, за представление. Давайте прежде всего познакомимся. Меня зовут Амантаев Ирик Фаритович. Я являюсь кандидатом исторических наук, как было сказано, да, заранее. Вот в данное время у меня два рода моей деятельности. Первый род моей деятельности связан с Академией наук Республики Башкортостан. В частности, здесь я являюсь ответственным секретарем в журнале «Проблемы востоковедения». «Проблемы востоковедения» – это научный журнал, который входит в список Высшей аттестационной комиссии, где публикуются научные статьи в основном гуманитарного характера, то есть это статьи по истории, филологии. Кратко расскажу, да, что статьи приходят не только республиканские, но и из других регионов России, из столицы, и, кроме этого, статьи приходят в довольно большом количестве из зарубежных стран. Другой мой род деятельности связан с преподавательством, с преподавательской деятельностью. В частности, как было сказано, да, я действительно работаю в Уфимском университете науки и технологии. Там я являюсь доцентом на кафедре востоковедения и башкирского языкознания. Там я преподаю студентам курс лекций, связанные с историей восточных стран, то есть это Китай, это Корея, Япония, Турция, духовная культура этих стран, история культуры, а также дисциплина под названием страноведение. Это основное, да, то, что связано с моей деятельностью. Во-первых, хочу выразить большую, огромную благодарность организаторам лектория за возможность выступить на вашей площадке. И давайте непосредственно переходим к сегодняшнему лекторию. Как вы уже, наверное, заметили, тема нашего сегодняшнего лектория называется «Искусство кино через призму башкирской истории». Давайте попробуем ответить на такой вопрос, почему была выбрана именно эта тема. Первая причина, по которой я решил обратиться к данной теме, это то, что в последнее время в средствах массовой информации, в социальных сетях от довольно большого круга лиц можно услышать о таком феномене, да, термине, который называется башкирское историческое кино. Да? То есть в последние годы, буквально за несколько лет, в республике были сняты несколько очень интересных исторических фильмов. Прежде всего, здесь, конечно, речь идет о фильме под названием «Бабич». Да, «Бабич». И другая картина, тоже снятая башкирскими режиссерами, это фильм называется «Первая республика». Эти фильмы действительно
зрителю очень сильно понравились, да, было очень много откликов на этот фильм, не только в нашей республике, но и поступали довольно большое количество положительных откликов, отзывов и из других регионов России, да, из Москвы, из Санкт-Петербурга и так далее, и так далее. Дальше, следующая причина, по которой вот я решил обратиться к данной теме, это вот такое, можно сказать, необоснованно малый интерес именно к истории кинематографа, который развивался в нас в республике. В частности, вот во время подготовки к данному лекторию, вот мне буквально я практически пошерстилась в интернете, и мне удалось найти всего несколько статей, связанных с историей кинематографа в республике. И вот, опираясь на эти источники, на эти статьи, вот мне удалось худо-бедно подготовиться к данному лекторию. Следующая причина, по которой вот я обратился к данной теме, это, конечно, вот у меня давно вот такой интерес был именно попробовать связать историю развития кинематографа в нашей республике вот с теми историческими событиями, которые происходили вообще не только на территории нашей республики Башкортостана, да, то есть если мы говорим, скажем, о дореволюционной России, да, то, естественно, республика имела другое название, да, то есть это была Уфимская губерния или Оренбургская губерния, да. В годы советской власти это Башкирская автономная советская социалистическая республика, ну и сейчас название, как известно, Республика Башкортостан. Ну и вот такая последняя, скажем, причина, это даже такой некий повод, наверное, да, именно, который окончательно подвинул меня к изучению данной темы, это, конечно, просмотр современного фильма, очень хорошего фильма, на мой взгляд, да, ну, по крайней мере, на мой взгляд, на тех и отзывы тех знакомых людей, с которыми мне приходилось общаться, да. Этот фильм называется «Хайбулла». Он был снят буквально в прошлом году талантливым молодым башкирским режиссером Рустемом Шайхутдиновым, да. Фильм на башкирском языке, который вот оказал на меня просто огромное впечатление, поскольку мне в последнее время, да и вообще в истории башкирского кинематографа я как бы не припомню такого случая, когда был снят очень качественный и очень такой исторически обусловленный кинофильм. Ну, кратко, да, про этот фильм мы более подробно поговорим уже во второй части нашего лектория. Но здесь просто скажу, что этот фильм связан с драматическими, с трагическими событиями, которые происходили на территории нашей республики сразу, буквально в последний период уже завершения, да, гражданской войны. То есть это голодные 1921-22 годы. И про эти сюжеты мы чуть позже еще поговорим. То есть вот 4 как бы причины, которые меня подтолкнули именно на то, чтобы я начал изучать данную тему. Дальше вот следующий вопрос, который также может у вас возникнуть, это чем обусловлен именно период вот, выбранной нашей первой лекции. Да? То есть здесь у нас начальный период развития кинематографа в республике, да, то есть это конец 19-го. Ну, мы взяли первую треть 20 века, то есть, а именно до 1928 года. Конец 19 века, то есть здесь более-менее понятно, да, то есть это конец 19 века, а именно 1897 год, когда в Уфе впервые начинают показываться кинофильмы.
Дальше, почему первая треть 20 века? Потому что уже вот в первые годы советской власти, именно конец 20-х годов, в 1928 году, в Москве проходит совещание кинематографистов, где было, скажем так, окончательно было принято решение превратить, скажем так, кино в орудие пропаганды. Да, пропаганды. То есть были поставлены задачи, поставлены цели для кинематографистов, да, режиссеров, актеров и так далее, да, для съемочной бригады, что фильмы должны иметь именно служить как бы власти, да, власти именно как орудие, инструмент, да, для продвижения своей политики. То есть вот чем обусловлен выбор данного периода, именно первой лекции. Теперь давайте кратко характеризуем цель нашего сегодняшнего лектория. Цель нашего лектория – это показать связь между развитием кинематографа в нашей республике с теми историческими событиями, да, которые проходили параллельно, да, параллельно, то есть, во-первых, появление развития кинематографа. Кроме того, вот те исторические кинофильмы, да, которые были сняты на территории нашей республики, да, вот какие имели под собой исторические корни, да, то есть о каких событиях здесь идет речь. То есть вот основная цель нашего лектория. Теперь вот давайте кратко поговорим по поводу развития, да, развития кинематографа. Ну, вначале, конечно, мы должны обратиться к истории кинематографа в общем, да, то есть как это происходило в мире, как оно достигло нашей страны, да, то есть, когда впервые начали показывать кино в России и каким образом кино попало на территорию нашей республики. Итак, вот давайте вспомним, да, кто не знает, просто узнаем, каким образом, да, вообще шло развитие кинематографа в исторической перспективе. Ну, прежде всего, здесь необходимо сказать, что развитие кино, оно имеет очень длительное время своего появления и развития. И прежде всего, когда мы говорим об истории кино, нам прежде всего необходимо обратиться к древнейшему времени, да, нашей истории. И первый, скажем так, период, да, развития кинематографа был связан с появлением так называемой камеры обскура. Камера обскура. Что это за камера такая, да? Что она из себя представляла? Ну, вообще появление камеры обскура относится где-то примерно к V веку до нашей эры. Было это сделано вот что такое, да, что из себя представляет вот эта камера обскура. Это вот такое вот приспособление, да, вот видите на слайде, такое приспособление, то есть это такой затемненный короб, да, с маленькой дыркой для того, чтобы сюда проникал свет, да. И вот видите, здесь изображен Биг Бен, да, Биг Бен, который находится в Лондоне. Вот как бы идет проекция, да, проекция Биг Бена вот на эту черную камеру, да. И вот видите, да, вот изображение получается очень таким размытым, да. Если вы замечаете, то изображение, оно как бы перевернуто, да, сверх на голову. То есть вот эта камера обскура,
это вот как бы в истории кинематографа считается первым этапом вообще откуда, да, вообще берет начало история развития кинематографа. Понятное дело, что до конца XIX века, когда непосредственно кинокамера была придумана, да, пройдет очень-очень большое время, да, но вот именно вот эта камера обскура был, скажем так, заложен фундамент, да, для дальнейших исследований. Вы знаете, что как бы человек вот таким образом устроен, что он всегда стремится ответить на те вопросы, да, которые вот, возникают, когда он наблюдает за природой, за окружающим миром, да, и вот, то есть это были такие первые ростки, да, первый фундамент, который заложил именно зарождение, дальнейшее зарождение, да, кинематографа. Дальше второй этап – это здесь можно сказать о таком явлении, да, которое возникло непосредственно в стране Восточной Азии, самой крупной стране Восточной Азии, в Китае, да, еще тоже в эпоху древности. Развивался он в эпоху Средневековья, и в современном Китае тоже очень сильно развито. Это так называемый театр теней. То есть представляет театр теней. Вот вы видите на картинке, да, то есть вот такие представления очень часто можно увидеть в Китае, даже в современном Китае, да, очень много зрителей собирает вот этот театр теней. То есть если вот, ну, как бы традиционный театр в нашем понимании, да, это обязательно вот какие-то артисты должны участвовать, да, там, в театральной постановке, то вот китайская традиция, именно вот театр теней, играл очень большую роль, и сегодня в Китае тоже пользуется большой популярностью. Дальше следующий этап в деле развития кинематографа связан, конечно, с XIX веком. Да? XIX веком. Вы знаете, что XIX век – это век научно-технических достижений, научно-технических открытий. Именно в XIX веке, в XVIII, да, особенно в XIX, начале XX века, были совершены огромное количество прорывов именно в научном и техническом отношении. И вот уже в первой половине XIX века, а именно в 1830 году, был придуман аппарат английским физиком Майклом Фарадеем. Это очень известный физик, да, даже в школе изучают. И он изобрел прибор, который он назвал фенокистископ. Фенокистископ. Что это за такой аппарат? Ну вот, если вы посмотрите на слайд, здесь вот такой картонный диск, да, где изображены различные рода рисунки, да, и вот как бы этот диск все время вращается, да, и вот поскольку глаз человека устроен, что он как бы инертен, да, то есть он находится на одном месте, и вот это вот вращение постоянное вот этого картонного диска, да, вокруг своей оси, вот создавала иллюзия, да, что как бы вот эти картинки начинают оживать, да, и картинки, они как бы из состояния инертности, да, вот как бы получают движение, да, движение, и вот создается такая иллюзия, да, такая иллюзия. Конечно, изобретение фенокистископа Майклом Фарадеем в первой половине XIX века, это, конечно, сделало такую огромную революцию, да, прорыв именно и развитие в дальнейшем, да, вообще. И уже вот во второй половине XIX века вот здесь возникают уже как бы огромные центры, можно сказать, да, огромные направления, то есть они находятся в разных странах, да, которые очень успешно ведут изучение, разработки именно
вот, кинематографа, да, что связано с кинематографом. И вот дальше следующий такой прибор, да, который придумали ученые, который тоже был прорывным, да, в деле развития кинематографа, это, конечно, изобретение в 1877 году такого прибора, как хронофотография. Вот как вы можете увидеть на слайде, да, здесь сняли на хронофотографию, да, хронофотографию прыжок одного из спортсменов, да, в прыжке на шесте. То есть это вот такая разновидность фотографии, да, разновидность фотографии, которая позволяет записывать движение какого-либо объекта при помощи фотосъемки его отдельных фаз. То есть смотрите, да, этот спортсмен, который прыгает на шесте, здесь как бы стадия, когда он находится только-только на земле, да, затем начинает движение, вот он в воздухе, да, вот он как бы уже идет, уже обратно спускается в землю, да, и вот он уже спустился на землю, да. То есть каким образом был устроен хронофотограф? Здесь как бы вот они, ученые, поставили несколько десятков фотоаппаратов, да, фотоаппарат в это время активно использовался в мире, да, вот несколько фотоаппаратов, значит, начинают фотографировать вот каждый буквально через какой-то промежуток времени, и он как бы снимал движение как бы отдельно, да, то есть, например, когда человек находится на земле, там, в воздухе, а именно вот он мог проследить именно как будто все движение, да, все движение объекта, начиная там от начальной там точки, да, до конечной точки, да. Здесь вот в статьях, в которых я читал, вот ученые проводили огромное количество исследований, да, хронофотографом. Например, есть такой интересный случай, когда исследователи снимали, каким образом скачет лошадь, да, то есть они снимали ну, лошадь, когда она наскакала галопом, да, и вот таким образом им удалось вот запечатлеть лошадь в движении, да, в движении. Дальше, то есть вот изобретение фенокистископа, также хронофотографии, это, конечно, были очень прорывными изобретениями. И вот в разных точках Земли, например, в таких странах, как Франция, да, Франция, затем Великобритания, Италия, дальше Соединенные Штаты Америки, в России, появляется целая группа ученых, исследователей, физиков, да, химиков, математиков, которые начинают очень активно заниматься вопросами изучения кинематографа, да, все, что с ним связано. Естественно, у них вставал вопрос, каким образом вот именно снять, да, снять это движение, именно неразрывную связь движения каких-то объектов, да. То есть они научились, прежде всего, снимать объект именно в какой-то непосредственной точке, да, а вот как дальше следующая задача была, да, каким образом вот снимать именно само движение, да, как это происходило. И вот в этом плане, конечно, таким прорывным, опять-таки, да, изобретением было, это, конечно, изобретение кинетоскопа в 1891 году. Совершили это два замечательных ученых, да, ученых. Это, конечно, Томас Эдисон, да, Томас Эдисон, всем известный изобретатель электричества, да. Кроме того, вот Эдисон также параллельно занимался и изучением, изобретением вот такого рода аппаратуры, да, аппаратуры. И вот вместе со своим учеником Уильямом Диксоном вот
им удается в 1891 году изобрести такое оборудование, которое они назвали кинетоскопом. Вот на слайде 7 вы видите человека, который, да, смотрит вот в этот кинетоскоп, и здесь уже непосредственно люди могли наблюдать а, непосредственно уже движение объекта, да, непосредственно движение объекта. Ну, представлял из себя шкаф таким с окном, да, с прорезью, через который вот зрители могли испытывать иллюзию движения изображения, да. Ну вот в чем минус, да, этого изобретения? Ну, здесь понятно, да, что кинетоскоп, конечно, не мог иметь массового характера, да, поскольку наблюдать через этот экран мог только один человек, да, то есть вот через вот этот глазок. То есть ну, в нашем представлении, да, кинематограф это такой большой экран, да, где показываются различного рода движущиеся объекты. Да. Здесь один человек, да, наблюдает за иллюзией движения. Да. Но вот несмотря на это, то есть кинетоскоп, конечно, вот так, был таким, скажем, такой последней фазы, да, именно уже после чего уже был непосредственно изобретен синематограф. Да, синематограф, всем известный синематограф, который придумали французские ученые, физики, изобретатели, братья Люмьер. Да, братья Люмьер. Им это удалось в 1895 году. Кстати говоря, вот здесь нужно необходимо сказать, что наряду с братьями Люмьер многие как бы им только приписывают, да, изобретение кинематографа. Но параллельно, вот, скажем, в Германии, да, в Соединенных Штатах были также придуманы подобные рода изобретения, да, но именно братья Люмьер впервые запатентовали свой синематограф, да. А что такое патент? Это право, да, право именно на пользование, на, как бы, на авторство, да, данного изобретения. Поскольку как бы западные страны, да, это прежде всего очень как бы сильно следил таким за авторским правом, да, то есть первый ученый, да, который именно запатентовал, сумел первый запатентовать свое изобретение, именно он, да, являлся автором данного изобретения. И вот, значит, в 1895 году именно французские изобретатели братья Люмьер показали свой первый игровой фильм, да, первый игровой фильм. Произошло это в Париже, в месте под названием Гран-Кафе, да, Гран-Кафе, который находится в бульваре Капуцинок. Кстати говоря, бульвар Капуцинок, да, не Капуцинов, поскольку у нас в советское время был довольно популярный фильм, да, «Человек с бульвара Капуцинов». Вот это ошибочное название, да, он на самом деле называется бульвар Капуцинок. И вот братья Люмьер в этом Гран-Кафе показали свой первый игровой фильм. Вернее, это были такие маленькие ролики, да, сейчас их полно там в ТикТоке, в Ютубе, да, то есть, но в то время, да, в конце 19 века, вот эти ролики продолжительностью 45-50 секунд, да, вот как бы являлись первыми игровыми фильмами. В Гран-Кафе, да, в 95 году вот собрались около 30 зрителей, и вот за такую символическую сумму, цену в размере 1 франка пускали туда зрителей для того, чтобы наблюдать вот эти первые кинофильмы. И вот первый кинофильм, который показали братья Люмьер, был фильм под названием «Полита и поливальщик», да. Этот фильм есть в Ютубе, да. Продолжительность этого фильма всего 40 секунд, да, 40 секунд. Но, конечно, эти фильмы произвели, конечно, большой фурор, да, фурор, то есть
То есть это привело к рождению нового искусства, да, нового вида искусства. Естественно, братья Люмьер в то время еще не задумывались, да, каким успехом это искусство будет пользоваться в дальнейшем, но мы знаем, да, какую роль играет кино в современном мире, да, и любой современный человек, естественно, не видит себя без кинематографа. Итак, это вот то, что касается истории кинематографа в мире, да. Теперь вот каким образом кино достигает нашей страны, да, каким образом кино появилось в России. И вот здесь необходимо сказать, что первый кинофильм был показан в России 4 мая 1896 года. Было это в городе Санкт-Петербурге. И вот, значит, эта дата является отправной точкой в деле развития кинематографа у нас в стране. Ну и, наконец, мы уже переходим непосредственно вот к теме нашего лектория, да, то есть в первую очередь появление кинематографа в Башкортостане, развитие кинематографа, да, то есть на ранней стадии. Итак, вот здесь необходимо сказать, что кино как явление возникло в Уфе в 1897 году. То есть буквально через 2 года, да, после публичного платного показа братьям Люмьер в парижском Гран-кафе своего фильма, да, «Политый поливальщик», другие фильмы, да, то есть буквально через 2 года уфимский зритель, да, смог наблюдать вот эти мировые, можно сказать, премьеры, да, например. И вот сразу после того, как фильм был показан в Уфе, конечно, прежде всего, это произвел фурор, да, фурор для зрителя, да, уфимского зрителя. И многие жители нашего тогдашнего города, да, то есть конца XIX века, Уфа была в то время, да, довольно провинциальным городом, про это я еще более подробно расскажу. И вот показ этих фильмов, конечно, был большим огромным явлением, да, в жизни уфимцев. И прежде всего люди рассматривали возникновение нового вида искусства, то есть кинематографа, да, но как бы двояко, да. С одной стороны, люди наблюдали эти фильмы с большим удивлением, да, большим удивлением, как практически все новое, да, за которым человек наблюдает, да. Во-вторых, жители нашего города восприняли это изобретение как такое злодейское, да, злодейское изобретение. Ну, понятное дело, да, в то время не было никакого интернета, не было никакого телевидения, да и вообще, да, существование, скажем, в современном мире и интернета, и телевидения, да, даже это не освобождает от того, что многие люди относятся к каким-то вещам с большим скепсисом, да, там, с недоверием и так далее. А уж что говорить о людях XIX века, да, которые вот увидели в первый раз вот эти движущиеся объекты да, на экране, и, естественно, они были, то есть, удивлены, и, во-вторых, конечно, они рассматривали это как такое злодейское изобретение. Вот такой тоже интересный случай, когда вот братья Люмьер в 95 году показывали свой фильм. Вот один из таких фильмов, то есть это буквально такой маленький ролик, это буквально на минуту, да, там показывали сюжет, как там, французские рабочие рушат какую-то стену в Париже. И вот там они, видимо, не успели остановить кинопроектор, да, и кинопроектор показывал как бы дальше, и он начал как бы
вертеть пленку назад, да, и так получилось, что вот эта стена, которую он рушил, да, и он стал как бы на место. Поэтому э, после показа этого фильма братьев Люмьер многие там парижане назвали просто колдунами, да. То есть в деле возникновения и развития кинематографа было довольно много интересных таких происшествий. И вот, поскольку люди рассматривали вот это вот изобретение, да, кинематограф, как злодейское изобретение, естественно, многие из них начинают требовать как бы людей отказаться от этого изобретения, да, не смотреть, не ходить на эти киносеансы. Но несмотря на призывы горожан, да, не ходить на эти, в кавычках, злодейские киносеансы, вот летом 1897 года в газете под названием «Уфимский листок объявлений и извещений». Ну, вот в Уфимской губернии было несколько таких периодических изданий, которые выходили буквально каждый день, да, и знакомили горожан с теми новостями, да, которые происходили в целом в губернии и в городе Уфе. И вот в этом Уфимском листе объявлений и извещений вышло довольно громкое объявление о продаже настоящих аппаратов братьев Люмьер. Дальше. В 1902 году в городе Уфе стали появляться целые афиши с приглашением на вот эти киносеансы, да, которые довольно стали настолько частым явлением, что уже как бы постепенно начинает превращаться в такое обыденное, да, привычное явление. И вот давайте, например, зачитаю один из таких афиш, да, которые можно было встретить на страницах газет того времени. Вот, например, в 1902 году вышло такого рода объявление, информация, да. Ново и оригинально в первый раз в Уфе. Последняя сенсационная новость с выставки в Чикаго. Электромеханический театр ежедневно на Базарной площади. Да? То есть вот такие афиши довольно часто можно было увидеть не только на улицах, да, на афишах разных мест, да, в городе Уфе, но и на страницах периодических изданий, которые очень часто, да, выходили в то время в Уфе, да, и в других городах Уфимской губернии. И постепенно кино начинает превращаться, то есть начинает обретать большую популярность, да, популярность среди публики, которая прежде всего хотела развлечься, да, развлечься. То есть первоначально, да, кинематограф имел такой развлекательный, некий балаганный характер, да. Именно поэтому, именно вот это вот, по причине того, что оно имело такой развлекательный характер, да, поэтому многие жители, да, многие люди нашей республики, они не рассматривали кино как равное именно традиционным видам искусства, да, например, там, литературе, изобразительному искусству, театру и другим видам культуры, искусства, да, и поэтому имело такое слегка пренебрежительное отношение, да, и именно имело такой развлекательный характер. Дальше следующий этап в развитии или в распространении кинематографа у нас в республике было то, что в октябре 1904 года в зале так называемого дворянского собрания, что такое дворянское собрание? Это вот здание сегодняшнее Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова, да, то есть
это здание находится вот на пересечении улиц Ленина и Пушкина, да, то есть вот это вот старое историческое здание, вот как раз в этом здании находилось дворянское собрание. Ну, по названию видно, да, что именно в дворянском собрании собирались, прежде всего, представители дворянского сословия, да, чтобы решать какие-то свои вопросы, да, решать какие-то задачи. И вот именно в зале дворянского собрания в 1904 году состоялись 3 сеанса так называемого американского биоскопа. Это американский биоскоп, это биоскоп переводится как биоскоп, это изобретение, которое было придумано в Германии, да, в Германии. И вот, как я уже говорил, что параллельно изобретение кинематографа было в разных странах. Да. Вот в Германии немецкие ученые тоже занимались изобретением кинематографа. И вот одно из таких изобретений называлось биоскоп, поэтому как бы по инерции все вот эти вот кинооборудование, да, оно имело такое общее название биоскоп. И вот, значит, были показаны 3 сеанса. Первый сеанс назывался «Сцены из русско-японской войны». Сцены из русско-японской войны, да, показали. То есть здесь сразу необходимо сказать, что именно в это время, да, именно в это время шла русско-японская война, да, русско-японская война, которая длилась как раз в 1904-1905 годах. Вы знаете, что война шла на Дальнем Востоке, да, на Дальнем Востоке, то есть это восточные рубежи тогдашней Российской империи, да, то есть война шла в основном на Ляодунском полуострове, да, Ляодунский полуостров – это часть тогдашнего Китая, на который вот претендовала как Российская империя тогдашняя, да, и также и Япония, да, и вот за вот, возможность, скажем, да, именно захватить, да, Япония хотела захватить Ляодунский полуостров, который находился во владении Российской империи. В результате этой войны вы знаете, что Российская империя проиграла эту войну, да, причем проиграла очень, скажем так, откровенно, очень, так скажем, позорно, да, позорно. И в результате русско-японской войны, вы знаете, в России затем вспыхнула первая русская революция, да, первая русская революция 1905-1907 годов, которая очень сильно, да, очень сильно повлияла на ход истории вообще, да, Российской империи и заложила, скажем так, основу, фундамент для дальнейшего, да, в будущем вообще исчезновения российской монархии, да, российской монархии. Ну и вот, значит, одна из таких сеансов, это была сцена из русско-японской войны, то есть киношники сняли некоторые эпизоды русско-японской войны. Дальше второй сеанс, да, назывался «Пожар театра в Чикаго», да, «Пожар театра в Чикаго». То есть, скорее всего, кино это добралось с США, да, до территории нашей республики. Ну и, наконец, третий сеанс назывался «Игровая феерия в сапогах». То есть вот эти вот 3 сеанса были показаны в 1904 году. И вот давайте вот попробуем ответить на такой вопрос, какими были первые фильмы, да, которые увидел уфимский зритель. Вот как я уже говорил, многие первые фильмы, да, они рассматривались, то есть они имели такой развлекательный характер, да, такой характер балагана. Люди шли на кинофильмы не для того, чтобы там почерпнуть для себя что-то новое, да, для того, чтобы там
задуматься о вечном, да, каких-то вещах. А человек шел на просмотр каких-то кинофильмов только для того, чтобы развлечься, да, развлечься. В основном фильмы были короткими, да, то есть длинного метра еще не было, то есть фильмы были короткометражными, там буквально на несколько минут, да. И вот поток как бы зрителей шел на один сеанс, эти зрители выходили, заходили другие зрители, да. И вот люди шли именно в кинотеатр для того, чтобы развлечься, да. Поэтому уже в то время, как я уже говорил, да, кино поэтому и не рассматривалось как серьезное искусство, да, серьезное искусство, как, например, то же самое художественная там, литература, изобразительное искусство, театр и так далее. И вот поэтому вот, уже культуролог, философ, русский философ, да, Михаил Бахтин даже придумал специальный термин, который называется карнавализация. Да? Карнавализация, то есть превращение искусства в такой карнавал, балаган, да, людей, которые хотят развлечься. И вот на заре кинематографа мы можем даже встретить вот такие слова из уст известного русского детского писателя Корнея Чуковского. Да? Вот у него вышла такая разгромная статья, называется «Над Пинкертон и современная литература». Кстати, вот эта статья, она печаталась во многих периодических изданиях. У меня даже такой случай был, когда я вот, раньше работал в Национальной библиотеке Республики Башкортостан, в отделе рукописи и редких изданий. Там хранятся именно издания, которые выходили не только на территории республики, но и вообще в России, да, до революции в основном. И вот кратко расскажу, что вот до революции жители нашей республики пользовались арабской графикой, да, было огромное количество изданий на арабской графике. И вот во многих вот этих изданиях, которые выходили на арабской графике, на старотюркском языке, вот встречалась вот эта статья Корнея Чуковского, да, над Пинкертон и современная литература в переводе уже на старотюркский язык, да. И вот у него есть такие довольно обличительные слова, то, что касается именно кинематографа. Вот я зачитаю цитату, да. «У нас часто скорбели, что вымирают народные песни, былины, причитания, заговоры, что иссякает в народе хоровое, безличное его творчество. Но вот оно снова возникло, такое же безличное, безымянное, такое же соборное и хоровое, и мы воочию можем видеть его в кинематографе. Здесь возродилось перед нами в новых формах соборное творчество». То есть вот таким образом деятели искусства, культуры, да, начала 20 века относились вот к новой разновидности этого искусства. Кроме того, вот в начале, в первые десятилетия, скажем так, 20 века, да, появляется довольно большое количество кинокартин такого фривольного, да, в кавычках фривольного содержания, да, то есть то есть специальные сеансы, да, для мужчин, которые именно ходили в эти кинотеатры для того, чтобы развлечься, да. И, скорее всего, такие киносеансы, они проводились не, так скажем так, публично, да, то есть не публично, но количество вот этих сеансов до такой степени увеличивается, да, что, узнав про это дело, уфимский губернатор Александр Ключевов в 1908 году издал даже специальный циркуляр, в котором, в частности, говорилось, что за последнее время содержателями театров, кинематографов устраиваются разные порнографические зрелища, и ввиду противонравственного их содержания, пагубно влияющего на общественную мораль, впредь запретить подобные сеансы и преследовать
их устроителей в судебном порядке. То есть вот такие появляются даже меры, да, по ограничению, да, показов такого рода киносеансов. Дальше следующий этап, да, в развитии кинематографа в республике вот относится к 1904-1905 году, когда в Уфе появляются постоянные так называемые электротеатры. Электротеатры, то есть это такие стационарные учреждения, да, стационарные здания, куда зрители могли их как бы посещать, да, посещать практически ежедневно, да, и смотреть вот эти киносеансы. Кроме того, в отдаленных уголках нашей республики, то есть тогда это называлось Уфимская губерния, да, в каких-то провинциальных городах, в мелких там, населенных пунктах были специальные передвижные кинопоказы, то есть вот, кинооборудование, да, выезжали именно на места для того, чтобы местное население могло тоже имело возможность, да, наблюдать за кинофильмами, да, кинофильмами. И вот здесь как бы, естественно, может возникнуть вопрос, да, вот каким образом вообще кино, да, которое буквально возникло в 1895 году, буквально через 2 года оно смогло достигнуть территории нашей республики, да, и у людей, скажем так, да, у людей появилась возможность смотреть практически со всем остальным миром, да, это действительно так, да, то есть многие примеры, которые буквально выходили в тех странах, где вообще кинематограф был придуман, да, и буквально через какое-то время жители нашей республики тоже имели такую возможность смотреть эти кинофильмы. И ответ, на мой взгляд, да, кроется вот в следующем. То есть причина заключалась в том, что тогдашняя Российская империя, да, была довольно открытой страной, да, для остального мира. То есть она была открыта именно для того, чтобы эти культурные, научно-технические достижения достигали территории нашей страны, да, и люди, которые здесь жили, имели возможность тоже практически со всем миром наблюдать, да, вот эти достижения науки, культуры и техники, да. Дальше следующая причина, да, на мой взгляд, кроется в том, что вот как бы нам все время говорят о том, что якобы в Российской империи была очень сильная цензура, да, были специальные цензоры, которые все время отслеживали, там, не дай бог, не выходили какие-то запретные вещи, которые не пользовались таким, скажем так, одобрением, да, со стороны там, правительства и властей. Но вот как показывает практика, да, и вот изучение данного периода показывает, что на бумаге, да, цензура она действительно была, да, то есть некоторые вещи запрещались, но в целом, если мы посмотрим на общую картину, то там многие вещи, да, которые на первый взгляд должны были там, подвергнуться цензуре, они очень легко распространялись на территории России, тогдашней Российской империи. Скажем, там, я уже не говорю там о «Капитале» Карла Маркса, да, и вообще о других там произведениях, там каких-то тех же самых народников, да, народовольцев, там, труды Чернышевского, там, и других там деятелей, да, различного рода революционеров, они очень практически открыто, да, практически открыто публиковались и имели довольно большое распространение среди народа. Поэтому здесь о цензуре, да, в Российской империи можно говорить очень условно, да, очень условно. Вот, например, в бытность моей работы в Национальной библиотеке Республики Башкортостан, да, имени Ахмедзаки Валиди,
Вот как раз я работал в том отделе, да, где хранятся вот те издания, которые выходили в дореволюционной России. То есть там были издания как на русском языке, так и на старотюркском языке. И вот как можно видеть, да, там выходили такие труды, в которых критически, да, описывались там, отношения к действующей власти, там, к монархии и так далее, и так далее. И поэтому нельзя сказать, что прям цензура была такой жесткой, да, жесткой. И вот здесь меня тоже, вспоминаю тоже свое детство, да, в 1997 году, например, когда мне было 12 лет всего. Ну вот, например, я вот жил в то время еще в районе с родителями, да, в отдаленном районе, и мы буквально там практически со всем миром, да, в клубе, да, вот это показывали фильм «Титаник», да, фильм «Титаник», то есть мы практически со всем миром имели возможность наблюдать за кинопремьерами. Например, в советское время, естественно, люди в нашей стране не имели такой возможности. То есть многие там музыка, различная музыка, там, западная музыка, кино, другие там веяния культуры, они достигли нашей страны только в 90-е годы, да, то есть когда Советский Союз уже перестал существовать. А мы вот в 90-е годы имели такую возможность, сейчас имеем такую возможность. И вот, значит, в Российской империи, да, тогдашние в Уфимской губернии люди, жители этой губернии тоже имели возможность видеть вот эти вот достижения науки, литературы, культуры, да, тоже практически со всем миром. И вообще, вот то, что касается истории Российской империи, да, Российской империи, она, конечно, многими жителями нашей страны в современный период, она в основном рассматривается как на основе таких мифов и легенд, да, которые возникли уже в советское время, да. Ну, это понятное дело, что руководители советского государства, естественно, очень рьяно пытались именно показать, что все беды, да, которые были в России, они были именно связаны с царской Россией, да, и что они в России привезли культуру, цивилизацию, да. И даже вот насчет, например, тюркского населения, да, вот нашей республики, они всегда любили говорить, что у вас как бы до революции ничего не было, там ни литературы, ни языка, собственно, не было. То вот мы пришли к власти, и вот мы там дали там язык, литературу и так далее, и так далее. Но если мы, опять-таки, да, если обратимся, например, вот к тем изданиям, да, которые выходили до революции у нас в республике, которые выходили вот на основе арабской графики на старотюркском языке. В частности, я умею читать, да, на арабской графике. Я вам могу сказать, что да, возможно, образование было не всеобщим, да, не всеобщим. Но в республике среди тюркского населения было очень много грамотных, да, грамотных людей, которые занимались просвещением, занимались самообразованием, самовоспитанием и так далее, и так далее. Они при этом просвещали не только население нашей республики, вот, мы знаем много примеров именно, в частности, в башкирской истории, да, в башкирской литературе, когда многие представители нашей культуры, в частности, просветители наши, да, самый известный там, ну, Мифтахидин Акмулла, это самый известный случай, да. То есть он занимался просвещением не только на территории нашей Уфимской губернии, он выезжал, например, к казахам, да, и там тоже занимался образованием казахских детей. То есть образование, естественно, было, образованных людей в республике было очень много среди тюркского населения, поэтому здесь, конечно, большевики очень лукавили, да, когда они говорят, что якобы они только привели культуру, цивилизацию нашим народам. И вот здесь, конечно, нам необходимо вспомнить, да, что из себя представляла вообще дореволюционная Россия. Как можно кратко, я сейчас попытаюсь вам объяснить, что из себя представляла
тогдашняя Российская империя, да, Российская империя, но попробую, ну, как можно кратко это сделать, да, можно кратко это сделать. Итак, вот как я уже сказал, история России конца 19-го, начала 20 века, она окутана вот целой такой, некой такой паутиной мифов и легенд, да, которые возникли в советское время. И здесь я вот перечислю некоторые из таких мифов. Ну, например, миф о том, что Россия до революции была такой лапотной, да, то есть она была неразвитой, здесь было не было никаких технологий, да, люди были какие-то неграмотные, да, сплошняком была безграмотность там, и так далее, да, то есть вот такой миф существует, да. Дальше, вот, например, вам относительно недавний пример, относительно недавний. В 2014 году, если вы помните, практически весь мир праздновал столетие, как бы не то что праздновал, да, вообще отмечали, да, столетие начала Первой мировой войны. Ну, вы знаете, что Первая мировая война, она началась в 1914 году и длилась 4 года, вплоть до 1918 года. Является крупнейшим таким мировым конфликтом в истории человечества, да, который унесло, во-первых, жизни огромного количества людей в Европе и в других странах. Кроме того, в результате этой войны была разрушена огромное количество инфраструктуры, да, в разных странах. И вот вы знаете, что одним из таких активных участников этой войны была, конечно, Российская империя, да, Российская империя. К сожалению, здесь необходимо сказать, что Россия, да, Российская империя участвовала во многих войнах, да, во второй половине 19 века, в начале 20 века. Ну, здесь вспомнить только Крымскую войну, да, 1856-60 годов, в результате которого Россия, проиграв, да, там, союза разных стран. Дальше вот вспомнили русско-японскую войну, да, начала 20 века, которая также проиграла. Дальше и вот эта война, да, мировой конфликт, Первая мировая война 14-18 годов, ввязавшись в которой Россия, конечно, обрела для себя огромное количество разных проблем, да. Мы сейчас про это еще немножко чуть позже поговорим. Но вот несмотря на то, что Российская империя приняла активное участие в этой войне, ну, во-первых, она потеряла примерно 2 миллиона своих солдат и офицеров. Кроме того, огромное количество инфраструктуры было уничтожено, да. Дальше Первая мировая война привела к разрушению вообще экономики, социальной сферы, да, огромному количеству раненых, инфляции и другим последствиям. И вообще она привела к тому, что Российская империя практически перестала существовать, да, перестала существовать. Но несмотря на это, как бы, власти нашей страны довольно прохладно отнеслись к этим событиям. Вот, я вот примерно помню этот период, 2014 год, у нас в стране прошло не так много таких мероприятий, да, мероприятий, связанных с Первой мировой войной, с войной. И вот именно в это время вот, Всероссийский центр изучения общественного мнения, то есть ЦИОМ, да, оно проводило опрос среди жителей нашей страны о том, как они вообще знают или как они осведомлены о событиях столетней давности. Ну, задавались разного рода вопросы, да, связанные с Первой мировой войной. В частности, вот такой вопрос, кто вот является инициатором, да, инициатором Первой мировой войны, кто вообще развязал, да, Первую мировую войну. И здесь как бы ответы здесь разные приводятся, да, и вот, конечно, большее количество ответов было тем, что они затруднились, да, ответить. Так ответила примерно половина, да, опрошенных респондентов.
Дальше около 40% опрошенных заявили, что как бы зачинщиком войны является Германия, хотя на самом деле правильным ответом здесь является Австро-Венгрия. Да, Австро-Венгрия – это довольно такая крупная империя, да, которая существовала в то время. И именно Австро-Венгрия развязала Первую мировую войну, когда она вторглась на территорию Сербии, да, Сербия. Поскольку у Сербии и Российской империи были союзнические обязательства, поэтому Россия также была вынуждена втянуться в эту войну. Дальше вот такой следующий вопрос задавали корреспонденты, да, вот, в частности, вот такой вопрос. Кто против кого воевал во время Первой мировой войны? Здесь, опять-таки, тоже интересный результат. Тоже около 50% респондентов ответило, что они затрудняются ответить. Дальше следующий по популярности ответ был, около 30% ответило, что это Австро-Венгрия против России. Австро-Венгрия против России. На самом деле правильным ответом здесь является, конечно, противостояние между Антантой, да, то есть это союз, коалиция между Великобританией, Францией и Российской империей, да, и с другой стороны это Тройственный союз, да, Тройственный союз, в составе которого находилась, в частности, Германия, Австро-Венгрия, да, и Турция. То есть, вот, против вот этого Тройственного союза, да, воевала Антанта. И вот таких вот, скажем так, незнаний, да, мифов о тех временах, конечно, очень много. У нас как бы даже больше даже вспоминают, наверное, о событиях там тысячелетней давности, например, о Куликовской битве, например, да, или, например, событиях Отечественной войны 1812 года. Люди помнят гораздо больше, да, и знают про эти события гораздо больше, чем про события, которые проходили буквально 100 лет назад, да. То есть это относительно небольшой срок, да, в истории. И вот другой миф, да, очень такой популярный миф, который развился в советское время, это миф такой об отсталой лапотной России, да. И вот давайте попробуем выяснить, да, что из себя представляла Россия вот до революции. Ну, здесь, конечно, действительно, в конце 19-го, в начале 20 века в России было огромное количество проблем. Это и нерешенность аграрного вопроса, да, малоземелье крестьян, наличие крестьянской общины. Дальше рабское положение крестьян через полосицы, отставание от Европы и США именно в техническом оснащении. Но главная, именно главная проблема, с которой столкнулась Российская империя в то время, это, конечно, наличие так называемой крестьянской общины. То есть вот после реформы Александра II в 1861 года, когда крестьяне были освобождены от крепостничества, да, вот у крестьян была такая проблема, да, это наличие вот крестьянской общины, то есть земля, которая до этого принадлежала там помещикам, да, или государству, и вот после реформы 1861 года вот земля начала принадлежать не напрямую крестьянам, да, вот этой крестьянской общины, которая вот занималась распределением земельных наделов вот по крестьянским дворам. А вот этой крестьянской общине существовала такая практика, как круговая порука. Что это означает? Круговая порука – это когда то есть вот поскольку налоги и повинности выплачивались именно по дворам, да, по дворам, и вот, скажем, возьмем такой случай. Например, в одном дворе там живет, ну, условно, семья Ивановых, да, в другом дворе живет, там, условно, семья Сидор. И вот семья там Ивановых
условно там глава семейства, там какой-то Николай Иванов, да, например, он является очень таким трудоспособным, очень там много работает, пашет там с утра до ночи. И, естественно, поскольку он много работает, он, естественно, получает много урожая, да, много урожая, поэтому у него есть возможность выплачивать эти повинности, выплачивать налоги. А другая семья, скажем, семья Сидоровых, там, отец семейства, там, бездельник, лодырь, да, там, пьяница, который там пьет с утра до ночи, ничем не занимается. Естественно, какой урожай у него может быть, да? Естественно, никакого урожая быть не может, поэтому... А государство накладывает вот эти повинности, налоги вот на всю крестьянскую общину. И вот крестьянская община начинает, ну, скажем, вот, как бы собирать налоги и повинности, да, и, естественно, семья Ивановых, естественно, все эти налоги и повинности не имеет возможности заплатить, а семья Сидоровых не имеет такой возможности, поскольку такого урожая у них нет. И, естественно, семья Ивановых, она расплачивается как бы и за себя, и за какого-то соседа, да, условно соседа, там, за Сидорова. Вот такая вот система круговой поруки, она, естественно, приводила к тому, что у крестьян не было вообще никакого стимула для развития вообще крестьянского хозяйства. И здесь как бы можно даже вспомнить такой советский анекдот, да, который очень там активно рассказывали друг другу. Когда какой-то пьяница, да, отец семейства там приходит с очередной пьянки домой и говорит, что своим детям, что мне урезали зарплату. Дети обрадовались, да, сказали, что о, папа, ты тогда, значит, будешь меньше пить. Он говорит, нет, дети, теперь вы будете меньше есть, да. То есть вот такая система круговой поруки, она, конечно, была большим тормозом в развитии сельского хозяйства. И таких нерешенных проблем, конечно, было очень много. Но, несмотря на это, именно во второй половине XIX века, после реформ Александра II, после реформ Сергея Витте, а также после реформ Аркадия Столыпина, да, уже в начале XX века, вот Россия снимает как бы с себя ярмо вот таких неудач и начинает такое просто ошеломительное развитие, да, начинается экономическое развитие, можно сказать, экономический бум в начале 20 века. Это, вот, в частности, можно наблюдать, вот, например, на численности населения, да, тогдашней Российской империи. Вот здесь сравнивали как бы период времени 1897, 1909, 14 годы, да, и вот вы видите, что вот европейская Россия, скажем, да, вот если в 1897 году проживало всего 94 миллиона 244 человека, да, в 2009 году уже проживало 116 миллионов 505 тысяч, в 2014 году стало 128, да. То есть население Российской империи, именно европейской части, да, Российской империи, оно там росло там где-то, ежегодный прирост был где-то 2-3 миллиона, да, 2-3 миллиона. Ну, то же самое вот по всем другим, да, по Кавказу, Сибири, то есть те же самые результаты. Дальше. И вот, например, по состоянию сельского хозяйства, да. Ну, во-первых, здесь необходимо сказать, что Российская империя, она не только была житницей, да, житницей Европы, то есть она не только кормила Европу, поскольку занимала первое место по сбору зерна, да, по сбору зерна. Кроме того, она занимала первое место по экспорту зерновых, там экспортировалось огромное количество, да, зерновых. Дальше первое место в мире по производству и экспорту сливочного масла, там, также льна и других товаров, да. То есть она не только кормила, но и одевала всю Европу практически. И вот основываясь
Вот на этих данных, кстати, вот в 1913 году, то есть за год до начала Первой мировой войны, нашу страну посетил довольно известный экономист французского происхождения, политический обозреватель и редактор известного журнала «Экономист Европы». Звали его Эдмон Терри. И вот он по заданию французского правительства приезжал на территорию Российской империи и проводил, значит, исследования, да, состояния дел в экономике Российской империи. И, значит, он пришел к выводу, что если так, сейчас я найду его слова. А вот да, вот если у больших европейских народов дела пойдут таким же образом между 1912 и 1950 годами, как они шли между 1900 и 1912 годами, то к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе как с политической, так и с экономической и финансовой точек зрения. То есть здесь Эдмон Терри, да, исследователь, экономист, который приехал с другой стороны, да, то есть он, естественно, наблюдал за жизнью в нашей стране, естественно, как бы объективно, да, то есть ему был, как бы, не было никакой такой выгоды, да, приукрашивать, да, состояние дел в нашей стране. То есть он писал только то, что видел, да, на самом деле. Поэтому, естественно, и он и приводил такие данные, да, такие данные. И вот, например, доля промышленности, да, доля промышленности, состояние дел промышленности в России. Здесь вы, например, можете видеть, да, что Россия, там есть разные точки зрения, да, какое место занимала Россия в промышленном отношении. Кто-то говорит пятое место, да, то есть занимает где-то 5,3% всей промышленности мировой, да. Кто-то говорил о 12,7%, то есть занимает третье место в мире. Кто-то говорил, что четвертое место после США, Германии, Великобритании. Вот, несмотря на это, вот, например, такие данные здесь можно увидеть, что, например, добыча угля, да, выросла, да, начиная с конца 19 века по 1914 год на 306%, нефти на, там, на 65%, золото на 43%. То есть таким образом и в сельском хозяйстве, и в промышленности, конечно. Извините, можно я вопрос задам? Да, да. А вот получается, вот даже если взять развитие промышленности в России, как это коррелирует с кинематографом? То есть то, что показывали в этот период в кино, это как-то отражало вот эти исторические факты? Или это, наоборот, как-то закрывалось, прикрывалось и пытались кинематографом отвлечь население от всего происходящего? То есть вот сейчас я дойду до этого момента, да? Я вперед забегаю, да? Да, здесь я уже примерно, да, экономическое состояние тогдашней Российской империи примерно рассказал, да, в Теперь вот непосредственно дальше как бы о развитии кинематографа. То есть я здесь остановился вот в самом начале 20 века, да, и вот как бы дальше, каким образом продолжалось развитие кинематографа. Ну, в десятые годы, например, в Уфе появляется огромное количество кинотеатров. Они были стационарными, да. Вот, например, вот такие кинотеатры возникают, как Генеральный электробиограф Лукьянова. Дальше «Экспресс», который открылся на Верхней торговой площади, да, это современная территория Гостиного двора. Дальше «Фурор», кинотеатр, который был открыт в доме напротив дворянского собрания. То есть это примерно территория сегодняшнего театра оперы и балета, да, то есть это вот здание, там открывается тоже кинотеатр. И вот в 1910-е годы в Уфе уже как бы
очень активно работает 5-6 кинотеатров, общей вместимостью где-то 1500 зрителей. И вот здесь уже постепенно кино именно с развлекательного характера, да, и постепенно начинает приобретать характер пропагандистского, поскольку наряду именно кинофильмы того времени отличались тем, что они буквально показывали те события, которые вот происходили там в обыденной жизни, да. И постепенно начинают сниматься именно кинофильмы, которые как бы постепенно начинают оказывать на людей какое-то влияние, да, влияние. В частности, очень активно, например, в те годы начинают показывать фильмы такого религиозного содержания, да, которые имели пропагандистский характер, да, поскольку именно среди мусульманского, да, населения показывались там кинокартины, связанные там, с христианскими религиями, да, там, с какими-то христианскими обрядами, праздниками, да, это, конечно, имело такой пропагандистский характер, да, именно направленный, возможно, направленный на то, чтобы вот, перевести мусульманское население в христианство. Дальше, помимо вот таких кинокартин, значит, уфимскому зрителю очень нравились картины таких режиссеров, как Владимир Гардин, дальше психологические драмы Евгения Баура, в которых были задействованы звезды русского кинематографа, такие как Вера Холодная, Вера Карали, Олег Фрейлих и другие. И здесь, конечно, прежде всего необходимо сказать, что кино в это время было немым, да, немое кино было развито. Первое звуковое кино, оно возникает чуть позже, а именно в 1927 году, и то пока не у нас, да, за рубежом. И вот с конца 20-х годов 20 века постепенно звуковое кино и достигает и территории нашей страны. А пока, естественно, показываются немые фильмы. Дальше, вот к концу Первой мировой войны, а именно в 1918 году, в Уфе было закончено строительство так называемого зимнего театра. То есть он был, конечно, отапливаемый, да, отапливаемый, то есть и в зимнее время была возможность вот, ходить в эти театры. И вот в этом зимнем театре открылся знаменитый кинотеатр под названием «Юлдуз». «Юлдуз», который имел такую особенность, что там в основном показывались фильмы такого характера, который имел такой, ну, имел оттенок именно восточного, да, то есть оно было направлено именно на мусульманское население тогдашней Уфимской губернии. Ну и вот этот кинотеатр был передан известному купцу, да, меценату Каримову, и здание это находилось вот непосредственно в сегодняшнем здании театра оперы и балета, да, то есть это напротив как раз дворянского собрания. Ну и вот в дальнейшем, когда уже начинается гражданская война, да, конец 1917-18 года, происходит кризис, естественно, кинематографа. Естественно, о каком кинематографе, о развитии кинематографа можно говорить, когда в стране происходят такие вещи, да, огромное количество людей погибает в ходе гражданской войны. И, естественно, кинематограф испытывает кризис, да, в годы гражданской войны. Ну, уже вот в конце гражданской войны, да, гражданской войны, как раз в 1921-1922 годах был тоже кризис кинематографа, да, связанный как раз с последствиями вот как раз голода, да, который вспыхнул на территории нашей республики. Ну, про этот голод более подробно, скорее всего, мы поговорим уже в следующей лекции, да, поскольку у нас очень мало времени остается. Ну, и вот пару слов, да, по поводу развития кинематографа в первые годы советской власти.
Ну, мы всем знаем слова Ленина, да, лидера большевиков, о том, что когда он говорил с Луначарским, да, с наркомом просвещения Луначарским, он говорил о том, что важнейшим для нас является, важнейшим из искусств для нас является кино, да. Естественно, лидеры большевиков использовали кино, естественно, они заметили, что кино можно использовать в своих узких пропагандистских, конечно, целях, да, целях. И именно поэтому вот кинопроизводство, еще кинематография получают как бы новую жизнь уже в советское время, поскольку уже в отдаленные уголки нашей республики кино начинает постепенно проникать, да, проникать. И они, конечно, прежде всего выступали таким фоном, да, фоном для выступления агитаторов, различных пропагандистов и лекторов, да, которые вот параллельно тоже показывали какие-то киноленты. И вот давайте последнее, да, что я хочу сказать, это вот по поводу киносъемок, да, которые проводились вот на территории нашей республики. Поскольку количество кинолент, которые показывались, и количество кинолент в республике было очень много, да, и поэтому люди, режиссеры начали задумываться, вообще, может, стоит заняться киносъемками, да, на территории нашей республики. И вот первый такой опыт был еще в дореволюционной России, вот в частности в 1909 году был снят первый фильм «Хроника», который назывался «Виды Урала». Снял этот фильм член Русского географического общества Митинков. То есть это был такой первый фильм, да, который был снят на территории нашей республики. А следующий фильм, который был снят также на территории нашей республики, произошел в 1915 году, когда производились съемки в Уфе во время похорон муфтия Духовного собрания мусульман, да, ДОМРБ, Мухаммеда Султанова. И в том же году, значит, этот фильм был показан. Режиссером данного фильма выступил русский режиссер немецкого происхождения Пауль Тиман. Дальше следующий фильм уже в том же году был снят известным русским режиссером Владимиром Гардином, который вот в это время находился на съемках в Зауралье. И вот по пути в Москву, значит, решил заехать на территорию Башкирии, поскольку он был наслышан о нашей республике. И буквально перед поездкой, вот он в своих дневниках говорит, что он прочитал повесть Льва Николаевича Толстого «Сколько человека земли нужно», да? И вот эта повесть его настолько тронула, и вот поэтому он как бы по пути в Москву он решил остановиться на территории нашей республики и снять фильм. В результате этого вот был произведены киносъемки, да, на территории Башкирии. Он назывался вот как раз «Много ли человеку земли надо», да. Но, однако, пленка была утеряна, да, никто не знает, где она находится, поэтому, к сожалению, мы этот фильм смотреть не можем. Ну, дальше уже в годы гражданской войны также красные хроникеры также снимали фильмы, да, связанные вот с военными действиями. Такие фильмы, например, были сняты в 19 году. Вот известный такой русский режиссер Лев Кулешов в 19 году снял фильм «Урал. Чаковский фронт». То есть, таким образом, подытоживая наше сегодняшнее выступление, можно сказать о том, что в целом развитие кинематографа, да, оно было, конечно, таким очень многогранным. И кино, возникнув буквально в 1895 году, буквально через 2 года достигло вот территории нашей республики. Наши зрители нашей республики, в частности, уфимские зрители, имели возможность наблюдать киноленты буквально параллельно со всем миром, да, параллельно со всем миром. И вот в 10-е годы и уже в первые годы советской власти кинематограф развивался, и
непосредственно в нашей республике тоже проводились киносъемки. Все, большое спасибо. И если у кого есть какие-то вопросы, И вам я спасибо рад. за интересную лекцию. Ну, я немножко просто хочу со своей стороны, ну, как бы, может, обсудить немного. Вот мне очень понравился термин карнавализация. Действительно, ведь кинематограф, он, в принципе, наверное, так и использовался для того, чтобы население отвлечь от каких-то проблем. Ну, что и сейчас, в принципе, наверное, тоже часто происходит. И действительно, в начале советской эпохи, что это очень хорошо использовалось под агитацию. Поэтому вот эти моменты, вроде о них не задумываешься, а когда в разрезе истории смотришь, действительно, ведь это так и было. И поэтому, я думаю, это, наверное, в следующей лекции уже вы расскажете, когда действительно уже перешли к тому, чтобы через искусство кино какие-то осмысления делать, что-то, какую-то философию туда вкладывать, какие-то свои взгляды. Вот будет интересен вот этот переход. И еще я хочу заметить действительно, что наш край очень, ну, как мне кажется, кинематографичный, он очень фотогеничный, у нас очень красивая действительно республика. И немножко, наверное, забегая вперед на будущую лекцию, сейчас же вот часто стали снимать у нас в Башкирии, вот режиссер наш Аскаров, да, я не помню, как зовут. Да, Айнур Аскаров. Вот последние годы он снимает фильмы про Башкирию, вот из Уфы с любовью. У него про семью, к сожалению, не помню, Семья как года. называется. А? Семья года называется. Как называется еще раз? Семья года. «Семья года», да, вот «Семья года» тоже, ну, очень интересно как бы и сюжет, и такие красивые места наши показаны. Я думаю и надеюсь, что действительно башкирское кино будет развиваться, потому что, ну, нам есть что показать, нам есть что рассказать. Вот то, что я хотела Спасибо, да. дополнить. Спасибо за дополнение. Да. Ну, Действительно, какие-то... даже вот Владимир Гардин, да, это вот режиссер еще дореволюционной России. Вот он же не случайно как бы остановился именно на территории Башкирии, поскольку он был очень, ну, как бы наслышан о живописной нашей природе. И он, вот когда читаешь его дневники, он прям записывал, что он испытывал такое, ну, такое взбудораженное прям настроение, когда именно проезжал по территории нашей республики. И он прям съемочной бригаде своей говорил, что мы никак не можем как бы пройти мимо этой республики, мы обязательно должны здесь снять кинофильм. Ну да, И он здорово, это что... сделал, но вот, к сожалению, вот эта пленка, она была утеряна, и у нас, к сожалению, нет возможности это видеть, этот фильм. Да, это очень жаль. Поэтому надеемся, что в дальнейшем будет развитие кинематографа, и так как уже прошлое мы не можем восстановить, но делать что-то новое, созерцать, это очень здорово. Вот какие-то, может, вопросы есть у присутствующих? Ну, я хочу анонсировать, у нас следующая будет лекция как раз уже в продолжении. Это получается середина 20 века, да, и по наши дни будет в Да, то есть период это, затронут. то есть это 30-е годы, военный период, послевоенный период, ну и современный, да? Мгм. Ну, то есть там, наверное, уже будет больше про конкретные какие-то работы, да, Да, кинематографические. там Тоже уже, то интересно. есть и кино снималось Мгм. в довольно большом количестве. Вот, Ну, лекция и будет... опять-таки через вот разрез истории, то есть какие фильмы снимались. Например, первый фильм такой, да, башкирский, «Слова Пилаев», да, Мгм. снятый в 1943 году. Съемки, кстати, начались еще в 30-е годы, но вот завершились только во время войны, и, естественно, она тоже имела такой некий пропагандистский характер, пропагандистский, то есть, ну, Ну, в духе героизация, времени да, того, да, то есть все понятно. героизация вот таких исторических персонажей. Ну вот, будет очень интересно это все обсудить. И получается, следующая лекция у нас 24 мая, также в 20:00, поэтому Мгм. тоже присоединяйтесь, подключайтесь. Спасибо большое за сегодняшнюю лекцию, за экскурс в историю. Было действительно очень интересно. Ну, я Спасибо так вам. понимаю, да, что вопросов особо нет, но вы очень Ну, значит, все рассказали понятно. ёмко. Да, вы все понятно рассказали. Все-таки вы преподаватель, это ваш хлеб. Вот. Ну, еще раз спасибо. Тогда до следующей встречи, до следующей лекции. До свидания. До свидания.